Сегодня состоится первая отправка призывников из Ингушетии к местам службы. Из республики пополнить ряды вооруженных сил России должны около 230 человек. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки призыва, будут своевременно уволены и направлены домой. Всего с 1 апреля по 15 июля на военную службу отправятся 150 тысяч срочников от 18 до 30 лет. В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий минимальный оклад в размере одного минимального размера оплаты труда без учета премий и надбавок. МРОТ в настоящее время составляет 19 242 рубля. Данный федеральный закон направлен на восстановление минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд, привлечение профессиональных квалифицированных кадров и устранение дефицита рабочей силы, говорится в пояснительной записке. Региональным министерством внутренних дел проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». В МВД напоминают гражданам, что тот, кто добровольно сдаст незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, будет освобожден от уголовной ответственности. Более того, ему полагается денежное вознаграждение. За дополнительной информацией заинтересованным лицам необходимо обращаться к участковому уполномоченному по месту жительства. Прием оружия ведется круглосуточно в дежурных частях всех территориальных органов внутренних дел. Александр Новак встретился с победителями 5-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Вице-премьер встретился с руководителем проектов по импортозамещению компании «Газпромнефть Заполярье» Артемом Столяровым и директором по развитию филиале корпорации «Синергия» в Северокавказском федеральном округе Абубукаром Албогачиевым. Участники конкурса представили предложения по социально-экономическому развитию Ингушетии, а также по внедрению передовых отечественных технологий в нефтегазовом секторе. Новак поделился с финалистами конкурса личным опытом работы на госслужбе, в крупных производственных корпорациях и ответил на вопросы коллег. 18 апреля премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин представит в Народном собрании итоги деятельности и социально-экономического развития республики за 2023 год. Как отметил в своем телеграм-канале глава региона Махмуд Али Калиматов, несмотря на сложные политические условия в стране, властям удалось достойно пройти 2023 год, сохраняя экономическую и социальную стабильность. На развитие республики в прошлом году из федерального и регионального бюджетов было выделено 19 миллиардов 100 миллионов рублей, в том числе 7 миллиардов 300 миллионов направлено на реализацию нацпроектов и 18 миллиардов 800 миллионов на государственные программы. В сельском поселении Инарки завершено строительство школы на 540 мест. Новая школа позволит создать комфортные условия для обучения, обеспечит доступ к современным учебным материалам и технологиям, а также повысит качество образования. Благодаря строительству нового учебного заведения в селе полностью решена проблема с двухсменным обучением. Возведена школа в рамках реализации нацпроекта образования. С 24 по 30 апреля в Ингушетии пройдет единая неделя иммунизации. Специалисты Роспотребнадзора совместно с региональным Минздравом и медицинскими организациями республики проведут различные мероприятия санитарно-просветительского характера в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях. Также будет проводиться активная работа в популярных социальных сетях и СМИ. Будут работать горячие линии для населения, пройдут дни открытых дверей в поликлиниках и ФАПах. Ревизию контрольных работ регионального и городского уровня в школах проведет Рособорнадзор. Ведомство проверит, насколько они действительно необходимы. Ранее президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные. По итогам первых промежуточных результатов ревизии комитет будет принимать решение о том, вводить ли какие-либо законодательные изменения по этому вопросу. Стартовал прием заявок на соискание общенациональной премии Христофора Леденцова. Номинантом может стать любой российский и иностранный гражданин, а также юридическое лицо. Она присуждается за результаты научных исследований, существенно обогативших науку и внесших значительный вклад в развитие естественных, гуманитарных и технических наук. Чтобы стать участником конкурса, нужно заполнить форму на официальном сайте премии. Лауреаты премии награждаются медалью, выполненной из серебра по авторской технологии. Им вручается диплом за подписью вице-премьера, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Лауреатам и номинантам оказывают содействие в реализации их проектов, информационную поддержку, привлекают внимание потенциальных инвесторов для финансирования и продвижения их научных открытий и разработок.